О самых заметных событиях четверга, 2 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Президент Владимир Путин объявил о выплате в 1 миллион рублей за звание «Мать-героиня». Семья из Якутии удостоена ордена родительской славы. Ремонт в любую погоду. В Алдане начались подготовительные работы под укладку асфальта на улицах города. Старые приборы учета электроэнергии уходят в прошлое. В частном секторе Якутска ставят новые интеллектуальные приборы. В чем их особенность? Осторожно, начался сезон активности клещей. Расскажем, что делать при укусе и о мерах предосторожности. Коктейли с потрясающих видов, соленого воздуха, вкусной еды и морепродуктов. А самое главное – незабываемых впечатлений. Все это отдых в столице Дальнего Востока. Президент Владимир Путин объявил о выплате в 1 миллион рублей за звание «Мать-героиня». Как отметил глава государства, власти России условились серьезно обновить и расширить положение его указа о мерах по соцподдержке многодетных семей. И тем мамам, которые будут удостоены звания «Мать-героиня», президент предложил единовременно выплачивать 1 миллион рублей. Он также сообщил, что предлагается ввести выплату при вручении медали ордена «Родительская слава», а именно за медаль выплатят 200 тысяч рублей, а при вручении самого ордена вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, выдадут 500 тысяч. При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата. Медали, именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. Вот за орден у нас была выплата единовременно 100 тысяч. За медаль ничего не было. Вот я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это вот было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать 1 миллион рублей. Напомним, из нашей республики ордена родительской славы удостоилась многодетная семья Пестряковых, проживающая в Якутске. Семья воспитывает 7 дочерей и 3 внуков. Бриллиант медицины. Именно такими словами характеризовал Якутский кардиососудистый центр министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Центр работает уже больше месяца и успешно принимает пациентов. Накануне там открыли отделение скорой неотложной помощи. За последние сутки врачи отделения приняли 8 человек. Из них 2 привезли на скорой помощи с острым коронарным синдромом. Им успешно проведена экстренная операция. Сейчас пациенты находятся в реанимационных палатах. В целом отделение неотложной кардиологии рассчитано на 20 коек, в том числе койки реанимации и интенсивной терапии. Мы оказываем высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом, с подъемом СТ и без подъема СТ, и также со стенокардией высокого функционального класса. Пациенты к нам поступают как по скорой помощи, также по консультации поликлиники кардиодиспансера и после проведенных телемедицинских консультаций с первичными сосудистыми отделениями по Республике Саха-Якутия. Глава Якутии Айсан Николаев встретился с гендиректором Фонда перспективных исследований Андреем Григорьевым. Стороны обсудили возможные перспективы совместной работы и содействия в реализации программ по развитию научно-технического потенциала Якутии, импортозамещению и проектах НОТ-Север. Цель деятельности фонда – это содействие научным исследованиям, в том числе в интересах обороноспособности страны и безопасности государства. Фонд может стать важным партнером республики в реализации проектов по импортозамещению, развитию внеаэродромной авиации и реализации проектов научно-образовательного центра «Север», отметил Айсан Николаев. Тем временем в Алдане начались подготовительные работы под укладку асфальта на улицах города. Также, несмотря на плохие погодные условия, полным ходом идет ямочный ремонт. В процесс погрузился Руслан Павлов. На 3 дня раньше намеченного графика дорожные бригады приступили к ямочному ремонту алданских улиц. Спешка возникла из-за капризов погоды, которая не дает дорожникам развернуться. Поэтому любое солнечное окно в метеокалендаре используется на 100%. С 26 мая мы должны были приступить, мы приступили с 23-го. Тоже погода не дает работать в полном объеме.
в полном объеме, но планируем до 15 июня все равно ямочный ремонт закончить. С приходом лета началась реализация освоения средств по программе асфальтирования дорог. В теплый период в твердое покрытие закатают порядка 10 улиц города. Первые конкурсные торги прошли успешно, подрядчик определен. Дан старт работам по планировке улиц под укладку асфальта. Второй транш мы еще не разыгрывали, но думаю, что до 10 июня мы разыграем. Претендентов очень много, но приоритет будет отдан тем организациям, которые находятся на территории города Алдана. Как никогда в этом году 59 миллионов рублей мы вкладываем совместно с Дорожным фондом ремонт дорог города Алдана. Где-то доделаем хвосты. Это 10 лет улица это Якутская, переулок Новоселов. Будем докладывать по программе прошлого года, потому что финансирование дали только в этом году. Комсомольская, Зинштейна, Алданская, Лесная, Дачная будет по программе идти этого года. Параллельно работам на дорогах ведется очистка кюветов, начинается движение по разметке проезжей части и пешеходных переходов. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Продолжается прием документов на соцгазификацию. Документы принимают в службе «Единого окна». Каждый день поступает 150 заявок. Большинство из них направляют в электронном формате. При наличии полного комплекта далее документы передают в отдел техобслуживания. Там тщательно рассматривают возможность газификации домовладений и выдают техническое условие присоединения газораспределительной сети. Вся процедура занимает примерно 30 дней. Далее домовладельцы подписывают договор. На сегодня специалисты регионального оператора отработали более 7 тысяч заявлений. Из них заключили 3700 договоров. Заключено уже 3700 договоров. Да, с исполнением в 2022 году заключено уже 2100 договоров. Да, эти договора будут выполнены в этом году. Я бы хотел указать на то, что данный договор технологического присоединения обязывает не только нас, как газораспределительную организацию, да, в выполнении объемов работ по подведению газопровода к домовладению, да, но и обязанности со стороны заявителя в том, что он должен обеспечить готовность своего домовладения к приему газа. То есть он должен закупить газовое оборудование, произвести внутренние работы по монтажу внутренних газопроводов и так далее. Ну а старые приборы учета электроэнергии уходят в прошлое. В частном секторе Якутска производят установку новых интеллектуальных приборов учета для потребителей. А вот в чем их особенность, расскажем далее. В микрорайоне Птицевод энергетики устанавливают счетчики нового поколения. Приборы автоматически будут передавать показания, фиксировать скачки напряжения и попытки вскрытия. Мы устанавливаем интеллектуальные приборы учета. На данный момент установлено уже около 400 приборов учета в районах Марха, Тускулы, Птицефабрика. Замена оборудования по всему городу будет производиться постепенно и не потребует заявок от потребителей. Переход и дальнейшее обслуживание для населения будут бесплатными. Сетевая организация будет осуществлять установку, замену, допуск приборов учета при их отсутствии, выходе из строя, при истечении межповерхностного интервала, а также при технологическом присоединении. После перехода на эксплуатацию новых приборов сетевая компания сможет дистанционно ограничивать и подключать обратно электроэнергию должникам. Очень удобно, что новые счетчики устанавливаются. Они будут установлены прямо на столбе Якутскэнерго. И я буду снимать свои данные, сверять с данными Якутскэнерго по пульту, а данные моего потребления будут напрямую попадать в Якутскэнерго, и я буду уже в личном кабинете расплачиваться, не тратя время в очередях и в кассах. На основании федерального закона с 1 января 2022 года все приборы учета должны быть интеллектуальными. Мария Кардашевская, Владимир Павлов, Якутск.
Якутск станет столицей современного искусства. Впервые в нашем городе проводят фестиваль. Творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края и других регионов России представят свои спектакли и театральные эксперименты на суд якутского зрителя. Подробности фестиваля у Александра Хавренко. Раздвинуть границы и выйти за рамки привычного. Воспринимать искусство как исследование, искать новые формы и подачи. Вот далеко не полный спектр задач современного искусства. Фестиваль «Территория» проводится с 2006 года и с тех пор кочует по стране, открывая новые таланты и показывает их зрителю. В этом году «Территория» наконец-то добралась и до Якутска. В обширной театральной программе нашлось место всему. Тут и уличный театр, и моноспектакли, и современный балет, и, конечно же, классический театр. Обязательным условием любой территории являются постановки театров того региона, в котором территория проходит. Дело в том, что уже 7-й год подряд мы проводим в регионах нашего присутствия конкурс «Полюс. Золотой сезон». И как раз 3 лучших театра, среди которых ваш драматический театр, я имею в виду города Якутска, далее Мирнинский театр, который мы тоже очень любим и который регулярно принимает участие в наших конкурсах, и театр из Шарыпова покажут, это Красноярский край, покажут свои спектакли, которые победили, заняли первые 3 места в «Полюс. Золотой сезон» 2022. Конечно же, фестиваль современного искусства не может обойтись без художественной изобразительной составляющей. В здании Национального художественного музея откроется выставка «Человека и его ландшафты». На ней представлены работы Виктора Пивоварова, Ольги Табрилуц, Павла Пиперштейна и многих-многих других художников, чьи работы хранятся в Московском музее современного искусства. Это большая репрезентативная экспозиция, составленная из произведений художников разных поколений, разных периодов, разных течений. Такой своего рода калейдоскоп художественных высказываний, которые все объединены единым тематическим сюжетным знаменателем. Выставка называется «Человек и его ландшафты». И исследует взаимоотношения человека, воспринимающего, да, и пространства, причем пространства внешнего и пространства внутреннего. Фестиваль «Территория» уникальный. За короткий промежуток времени можно познакомиться с большим пластом современного актуального искусства. Главное, чтобы было свободное время и не было боязни перед чем-то новым, экспериментальным. Владимир Павлов, Якутск. Идем далее. Правительство России расширило перечень электронных услуг. Михаил Мишустин расширил количество услуг, которые граждане и бизнес смогут получать в электронной форме. В него добавлено еще 7 позиций. Так граждане смогут записываться на прием к нотариусу. Сервис разделят на 2 части. Запись на открытие наследственного дела, получение свидетельства о праве на наследство и на прием по всем остальным вопросам. Через единый портал госуслуг можно будет получить выписку из бюро кредитных историй, в которой отражается качество обслуживания кредитов заемщиками. Бизнес получит возможность получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию. Также с 1 июня стартовала программа молодежного и студенческого туризма, разработанная Миноборнауки России. Принять участие в программе смогут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, а также школьники, победившие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Также участие сможет принять трудоустроенная молодежь до 35 лет. Есть 3 варианта направлений для путешествий. Во-первых, научно-популярный туризм – это поездки для профессионального развития, стажировок на производствах, участие в научных мероприятиях. Во-вторых, профориентационный туризм для короткого погружения в интересующие специальности, смены специализации. В-третьих, культурно-познавательный туризм для личностного развития. Программой предусмотрены групповые и индивидуальные путешествия. Этот год стал плодотворным для активных молодых людей и для общественных организаций Нерюнгринского района. Речь идет о получении поддержки от государства на развитие креативных идей. Мы собрали самые интересные проекты. Более 1 миллиона рублей. Такую финансовую помощь получили от Росмолодежи нерюнгринцы на реализацию своих инициатив. Один из проектов – туристический клуб «Вездеход», руководитель Денис Васильев. Грантовые средства пойдут на закупку туристического снаряжения. Мы хотим организовать клуб именно туристический для молодежи, чтобы молодежь могла заниматься туризмом, осваивать туризм, причем разные его виды. То есть мы проект писали таким образом, чтобы можно было охватить
И как летние виды туризма, там пешие, горные, так и зимние тоже. Горные, лыжные виды туризма и водный туризм. В направлении «Ты не один» победил проект «Добровольная команда, рожденная помогать». Мобильная команда волонтеров школьного возраста будет помогать детским садам и школам в организации мероприятий. Мой проект заключается в создании волонтерских отрядов, которые могли бы организовывать мероприятия с помощью театральных постановок через ростовые куклы. Я, допустим, надеваю костюм динозавра и детям рассказываю, как правильно следить за собой. И гигиену, например. Из 14 тысяч заявок были отобраны лучшие. Гранты – это не просто финансовая помощь, это социальный лифт для молодых людей, где каждый грантополучатель – менеджер проектного управления и тот, кто стремится реализовать свою мечту и сделать мир лучше. Что такое, в принципе, конкурс Росмолодежи? Это предоставление, по сути дела, в таком единственном варианте в Российской Федерации поддержки физическим лицам, молодым людям до 35 лет. На этот конкурс могут подать заявку любой молодой человек от 14 до 35 лет и получить поддержку. В среднем, наверное, в этом конкурсе обозначен размер поддержки в 1,5 миллиона рублей и реализовать свою инициативу. Недавно завершился конкурс грантов Республики Саха-Якутия. В нем победителями стали 2 нерюнгринские некоммерческие организации – добровольцы и поисковый отряд. Они также привлекли для реализации своих добрых дел более 1 миллиона рублей. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Далее новость, которая пришла к нам буквально только что. В Якутии с учетом стабильной эпидобстановки по ковиду приостановлено требование об обязательном ношении масок. Соответствующий указ подписал глава Якутии А.С. Николаев. Решение принято с предложением главного государственного санитарного врача республики. Глава Якутии отметил, что эпидситуация по коронавирусу оценивается как спокойная. Ежедневно ковидом заболевает 40-50 человек, и заболевание у них проходит в легкой форме. Напомним, масочный режим уже отменен в ряде субъектов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Указ вступил в силу с момента подписания. А в конце июня в Якутске пройдут Дни Татарстана. Для подготовки в Якутию прибыла делегация из Братской Республики во главе с заместителем премьер-министра Василием Шейхразиевым. Свой рабочий визит зампремьера начал с возложения цветов к памятнику видного государственного и общественного деятеля Платона Аюнского. По мнению гостя, столетие Якутии – значимое событие для всей страны и тюркских народов. Конечно, очень здорово, когда мы говорим братские наши республики, в первую очередь это республика Саха-Якутия, у нас очень славная история. И нам очень сильно повезло, что на наших землях жили и живут очень трудолюбивые, умеющие дружить, работать, созидать. Если есть необходимость защищать нашу страну граждане, умеют создать семьи, воспитывать детей с большим уважением, которые относятся к старшему поколению. Когда мы делегациями приезжаем в субъекты Российской Федерации или за пределы России, всегда начинаем нашу работу с возложения цветов великим личностям этого субъекта или этой страны. Конечно, Республика Татарстан и Республика Саха-Якутия отмечает в этот промежуток времени столетний юбилей. Мы в прошлом году были в гостях в Республике Татарстан, в Казани, по приглашению президента Казани. Для нас был устроен, организован мероприятия очень полезные, нужные для нашего общества. И в этом году по приглашению главы республики они посещают нашу республику во время Исеха Туймады. Значимость очень большая, между нами общая, нас объединяет сходство культуры, языка. Татарстан и республика динамично развивающиеся регионы, есть перспективные планы в сфере промышленности, туризма, предпринимательства, сельского хозяйства. И все эти проекты должны быть воплощены в жизнь. И, соответственно, мы наметили заключение соглашений и работу по их реализации и исполнению. Осторожно, в Якутии стартовал сезон активности клещей. При отдыхе на свежем воздухе повышается риск стать жертвой клеща. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году число обращений в травмпункт увеличилось вдвое. Что нужно делать при укусе и о мерах предосторожности, расскажет Светлана Амосова.
Лето, прогулки, лес и высокая вероятность быть укушенным клещом. Излюбленные места обитания этих вредоносных насекомых – заросшие травы участки леса или парка. Клещи малоподвижны и обычно прикрепляются к телу и одежде на высоте не более метра. С 5 мая по сегодняшний день к нам обратилось 8 человек по поводу укуса клеща. С Горного Улуса, село Бердигистяк, с Нерингри. И в черте города это Вилюйский тракт 6 километр, Покровский тракт 10 километр и одного ребенка с городского парка. Укус клеща безболезнен. Лишь через сутки или двое возникает ощущение легкой тянущей боли, так как на месте присасывания развивается местная воспалительная реакция, иногда с нагноением. Ранка от укуса обычно сильно зудит и очень медленно заживает. Клещ наиболее опасен в весенне-летний период. Больше всего активны утром и вечером. Любят затененные влажные места. Важно знать, что они не падают с деревьев или с кустов. Клещи ползут снизу вверх и подстерегают свою добычу среди травы. Поэтому специалисты рекомендуют не лежать на полях и, отправляясь в лес, одевать закрытые вещи. Меня еще никогда не кусал клещ, и не хотелось бы. Но если бы меня он укусил, я бы пошла бы к врачу. Гуляя по тротуару, не захожу в чащу леса. Брызгались от комаров в основном. А так желательно, конечно, прививаться. Лучше сходить и сделать прививку. Знаю я клещей. Если вас укусил клещ, не надо его снимать самостоятельно. Либо поехать в больницу, чтобы они сняли. Если это клещ зараженный, то его надо сразу же, там должны делать укол. Стараемся не ходить, где трава высокая. Если вас все-таки укусил клещ, необходимо сразу направляться в травмпункт или в ближайшую поликлинику. Одним из средств профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Однако прививки следует ставить за несколько месяцев до начала сезона. Именно столько времени требуется организму, чтобы накопить достаточное число антител. Светлана Амосова, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Отпуск в столице Дальнего Востока. Это коктейль из потрясающих видов, соленого воздуха, вкусной еды и морепродуктов. А самое главное – незабываемых впечатлений, которые будут греть в холодную якутскую зиму. С каждым годом качество сервиса увеличивается. И неудивительно, что все больше якутян выбирают именно Владивосток местом для летнего отдыха. Владивосток стал излюбленным местом летнего отдыха для якутян. С каждым годом поток туристов растет. И это неудивительно. Ведь помимо моря город богат на места, которые радуют глаз и доставляют истинное эстетическое удовольствие. Визитная карточка Владивостока – это вантовые, то есть подвесные мосты. Русский мост, связывающий материковую часть города с островом Русский, изображен на 2000-й купюре. Без преувеличений его можно назвать самым-самым. Самые высокие пилоны – 324 метра. Самый длинный среди вантовых мостов – пролет 1104 метра. Ванты, выполненные в цветах российского триколора, еще одна фишка моста, которая сразу привлекает внимание всех, кто увидел его и проехал по нему. Золотой мост проходит через бухту Золотой Рог. Визуально мосты отличаются углом наклона опор. У русского моста они сходятся, верхние точки у Золотого расходятся. Ехали в город Владивосток мы на машине. Приехали именно на бухту Стеклянную, потому что про нее все очень много рассказывали, что живописная природа. В остальных бухтах мы пока еще не были, но все у нас впереди. Единственный минус дороги во Владивосток – это ужасная дорога. Это было тяжело, но мы добрались, мы ехали на машине. Пляж бухты Стеклянная в Уссурийском заливе усыпан кусочками разноцветного обточенного морем стекла. Это местная диковинка, которую старается непременно показать туристам. Такое ювелирное украшение, созданное самой природой. И сегодня это одно из любимых мест отдыха горожан. Владивосток, он свободный, он красивый, он со всех сторон окружен морем. И не в каждом городе, я думаю, мира можно стоять выше, чем 9-этажный город, например, и любоваться видами всего города, даже заглядывать за его пределы. Да, действительно, верить прогнозам погоды у нас точно нельзя. У нас очень все своеобразно и стремительно меняется. Но мы к этому привыкшие совершенно, и поэтому нам не страшно. То есть это может испугать только не местного жителя. Нам, в принципе, хорошо. Раз так, значит так.
Этот столетний маленький маяк – один из самых доступных и фотогеничных маяков Владивостока. Токаревский маяк по праву считается одним из символов города и местом, где обязательно стоит побывать. Несмотря на то, что маяк стал достопримечательностью, он по-прежнему действующий ориентир для гражданских и военных судов, которые идут из Амурского залива. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.